Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем вынесение приговора мужчине, нападавшему на женщин в парке Нижнекамска. Скажите по поводу приговора. Расскажем, как мужчина лишился 500 000 рублей, взятых в кредит, выводя мошенников на чистую воду. Я говорю, вот карточки, говорю, у меня деньги, ты снимай, говорю, как наличку, а то уйдет, говорит, кому-то. А также хроника дорожных происшествий. А вы себя как чувствуете? Замечательно. Мне больше стресс, девушка. Это и не только прямо сейчас. Сегодня в Нижнекамске вынесли приговор мужчине, который летом минувшего года в парке нападал на женщин. Одна из 4 потерпевших в момент избиения была беременна. Это громкое дело рассматривали в суде полгода. Айгуль Бадрудинова с подробностями. Подсудимый совещается с адвокатом. Альберту Хабибуллину дают последнее слово. Правда, проходит это за закрытыми от видеокамер дверями. Подсудимый еще раз попросил извинения перед всеми потерпевшими. Также просил признать смягчающими обстоятельствами состояние его здоровья, а также своей матери. Мало кто сомневался, что лишение свободы будет реальным. Приговор не стал неожиданностью и для Альберта Хабибуллина. Следователи доказали, что летом минувшего года 33-летний мужчина на улице нападал на 4 женщин. Одна из избитых была беременна. В ходе допросов Альберт Хабибуллин не скрывал, что испытывает неприязнь к беременным женщинам и тем, кто носит хиджаб. Его деяния квалифицировали как хулиганство. Статью за истязание исключили, так как, по мнению суда, не было систематичности нанесения побоев. Судебное разбирательство по этому делу длилось больше полугода. Наше Хабибуллина окончательно к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Но такой приговор Альберта Хабибуллина не устроил. Сразу после оглашения он прямо в зале суда написал заявление на апелляцию. Скажите по поводу приговора. Айгуль Бадрудинова, Алмаз Кашаев и Фахри Исламов. Вызов-112. В Нурлате обнаружили тело 54-летнего мужчины, пропавшего в 20-х числах февраля. Как выяснили следователи, тогда он пришел в гости к своему знакомому и предложил выпить, но тот отказался и в ходе ссоры толкнул гостя. Потерпевший упал, а затем хозяин дома 2 раза ударил гостя топором по голове. После убийства 63-летний мужчина сбросил тело знакомого в погреб, а куртку убитого спрятал на чердаке. Спустя несколько дней к нему пришли родственники потерпевшего и стали интересоваться его судьбой. В результате мужчина первоначально отказывался что-либо рассказывать, но в этот момент один из мужчин позвонил на мобильный телефон потерпевшему. В результате, услышав звонок, мужчина признался в содеянном. Судом по ходатайству следователя в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. 23-летний житель Мамадышского района взял в заложники своих родственников, требуя у них деньги. Он, по данным следствия, пришел в гости к своей пожилой бабушке и ее брату. Парень выпил, а на утро стал требовать у пенсионерки 200 000 рублей. Таких денег у нее не было. Тогда молодой человек потребовал взять их в долг у других родственников и угрожал расправой. Деньги он планировал потратить на азартные игры. Родственники принесли ему требуемую сумму, после чего он отпустил пенсионера из дома. А в дальнейшем, после распития спиртных напитков, уснул, после чего была освобождена и пожилая женщина. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям незаконное лишение свободы и вымогательство. При этом причастность к совершению преступления он не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. 23-летний казанец после долгих приготовлений и тщательной проработки деталей напал на офис микрофинансовой организации. Зашел туда в чужой одежде, закрыв лицо и, угрожая сотруднице ножом, похитил больше 30 000 рублей. Задержали его быстро. Как узнала Елена Саляхова, несмотря на продуманную конспирацию, он не учел одной важной детали. В голове творилось безумство какое-то. Просто прошел вот, и вот как тут зашел там в магазин, спросил, и все. Молодой человек забыл уточнить, что спрашивал. Вернее, требовал деньги. Он, закрыв лицо самодельной балаклавой, держа в руках нож, давая понять, что в случае отказа может его применить. Испуганная девушка понимала, что возвращать такой займ мужчина не собирается. Но иного выхода у нее не оставалось. И она отдала ему 32 500 рублей. И когда он убежал, сообщила о налете в полицию. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Они установили маршрут передвижения злоумышленника и пути его отхода. Также оперативники выяснили, что незадолго до совершения преступления подозреваемый несколько раз обходил прилегающую территорию, заходил в бар и интересовался работой офиса микрозаймов. Вскоре задержали 23-летнего молодого человека, который во всем сознался. Он рассказал, что к налету готовился, а на само преступление пошел в куртке друга. Верхнюю одежду и нож, которым угрожал сотруднице офиса микрозаймов, он спрятал на чердаке своего дома. На пакет можешь? Помимо ножа, вместе с хроно оперативники обнаружили куртку и шапку с прорезями для глаз. Все изъятое приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Если та девушка увидит, я у нее прошу прощения. Раскаяться в содеянном у него, вероятно, будет достаточно времени. Уголовный кодекс за такого рода разбой предусматривает до 8 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Елена Саляхова, Айрат Назипов, вызов 112. Жизнь 2 человек унес пожар, произошедший ночью в Черемшанском районе. Трагедия произошла в селе Лашманка. Поздней ночью на улице Советская загорелся частный дом. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. С пламенем пожарные справились спустя 40 минут с момента вызова. В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили тело предположительно 58-летнего хозяина дома. Вскоре они обнаружили тело еще одного, вероятно, 57-летнего мужчины. Как установили в МЧС, дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, а его владелец не состоял в списках неблагополучных и злоупотребляющих спиртными напитками. Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении. 63-летний житель Альметьевска потерял больше $500 000 рублей, выводя на чистую воду недобросовестных работников банка. Он верил, что помогает звонившим ему сотрудникам службы безопасности проводить операцию по выявлению мошенников, оформлявших незаконные кредиты. По их же просьбе все держал в тайне даже от родных. Мужчину попросили оформить на себя кредит в $500 000 рублей и перевести их на якобы безопасный счет. Он так и сделал. Затем ждал, когда задержат подозреваемых и деньги ему вернут. Но спустя 2 дня его стали одолевать сомнения. Я говорю, вот карточки, говорю, у меня деньги, ты снимай, говорит, обналичь, а то уйдет, говорит, кому-то. Через 3 дня будет только 500 тысяч смогут снять. Ну, в банке сама, наличку. Снимай, говорит, с терминала по 50 тысяч. Мужчина заподозрил неладное, поехал в банк и пообщался с настоящим сотрудником банка. Оказалось, что в базе кредитного учреждения нет его данных, так как он не является клиентом этого банка. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. 2 иномарки не поделили дорогу прямо в центре Казани. Авария произошла накануне вечером на нерегулируемом перекрестке улиц Габдуллы-Тукая и Парижской коммуны. От удара машины разбросало по дороге. На место прибыли медики, автоинспекторы и Айрат Назипов. А вы себя как чувствуете? Замечательно. Мне больше стресс, девушка. Водителю «Шкода Октавия» крупно повезло. В момент столкновения у легковушки сработали подушки безопасности, поэтому мужчина отделался испугом, травм не получил. Не заметил, да, не уступил дорогу и попал в ДТП. Все произошло в вечерний час пик в центре города. «Шкода» ехала по улице Габдуллы-Тукая, это главная дорога. Поэтому водитель смело выехал на перекресток с улицы Парижской коммуны. И в этот момент в легковушку врезается Рено Дастер. От удара машина разбросала по дороге. А виновник ДТП вы? Да. Не заметили машину? Объяснять, на что отвлекся, водитель Рено не стал. Был слишком занят оформлением документов. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, они смотрели водителей. Госпитализация никому не потребовалась. Айрат Назипов, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Водитель «Лады» 14 модели не справился с управлением и врезался в Toyota Land Cruiser Prado. Авария произошла накануне ночью на улице Академика Павлова. Удар был такой силой, что у отечественной легковушки смяло переднюю часть и едва не вырвало колесо. А вот на иномарке видимых повреждений почти не было. Водителя «Лады» полицейские увезли на медицинское освидетельствование. Они заподозрили, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. «Газель» и «Нива» столкнулись на проспекте Имашева сегодня утром. Предполагаемый виновник аварии, водитель «Газели», догнал легковушку. После столкновения на место аварии вызвали медиков. Помощь потребовалась владельцу «Нивы», которому стало плохо. Впрочем, серьезных травм он не получил и после осмотра медиками был отпущен на амбулаторное лечение.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.